Сегодня Бог говорит, что Его чудо произойдет в ближайшие несколько минут. Мое любимое дитя, у тебя чуткое сердце и чистая душа, и именно поэтому твое путешествие по земле такое особенное. Вы ощущаете себя глубокими волнами глубокого океана, несущими мудрость и сострадание Вселенной. Это не слабость, а добродетель, которая нужна миру. Такие люди, как вы, редкие драгоценности. Приготовьтесь сейчас к преобразующему опыту. Подпишитесь на канал Бога и не пропустите ни секунды этого видео. То, что произойдет дальше, может изменить вашу жизнь. Чтобы подписаться, смотрите до конца. Не чувствуйте себя виноватым или обязанным исцелиться. Это не твоя миссия, дитя мое. Однако вы обязаны защищать нежную природу, которая обитает внутри вас на протяжении всего вашего путешествия. Держитесь рядом с теми, кто ценит вашу сущность, и дистанцируйтесь от тех, кто стремится лишь истощить вашу энергию. Ваше проницательное зрение освещает события, куда бы вы ни пошли, оставляя за собой след света и вдохновения. Скажите «да» своему путешествию и возможностям, которые открываются перед вами сейчас. Помните, что все, что вы испытываете на этом сложном и извилистом пути, имеет свою цель. Каждый вызов, радость и встреча – это фундаментальная часть головоломки вашей души. Вы движетесь в правильном направлении, согласуясь с тем, что я для вас запланировал. Выбор, который вы делаете сейчас, имеет первостепенное значение. Каждое решение меняет ваш духовный путь и ведет вас к истинному самореализации. Знайте, что все вокруг вас, независимо от того, несут ли они любовь или нет, имеют цель внести свой вклад и помочь вам на этом пути. Стремитесь усвоить уроки, которые приносит вам каждый человек. Некоторые из них могут быть сложными, но у всех есть цель. Поймите, что у вас есть право выбирать энергию, которую вы вкладываете в каждый опыт. Это поможет вам двигаться вперед по жизни, расширяясь к прекрасному существованию. Поэтому двигайтесь вперед с уверенностью, что вы – редкое и уникальное проявление моего творения, призванное выполнить священную цель. Следуй моему слову, храни свою веру и помни, что я всегда рядом с тобой, с любовью направляя тебя в твоем необыкновенном путешествии. Божественный Источник желает, чтобы вы достигли своего наиболее полного выражения. Единственный барьер, который препятствует проявлению вашего высшего потенциала, существует в беспокойстве вашего ума и в погружении в глубокое чувство того, что вы заслуживаете более высокой частоты жизни. Вы достойны. Вы заслужили право стать своей лучшей версией благодаря дисциплине, преданности делу и самопожертвованию. Все, что вам нужно для осуществления вашей мечты, уже в пути. Почувствуйте эту истину, и если вы верите в своего Создателя, и сколько ищете ответов во внешнем мире, вы решили заглянуть внутрь себя. Вы поняли, что старое не приведет к новому. Вы приняли вызов, в котором жаждете стать лучше, и в результате движетесь к новому свету. Сегодня я хочу, чтобы вы нашли время слиться со своим настоящим моментом и оценить направление, в котором вы движетесь. Энергия все еще находится внутри вас, поэтому действуйте так, чтобы принести пользу себе.
полностью примите тот факт, что изменения и трансформация будут продолжать достигать вас. Позвольте моему духу течь через вас. Сосредоточьтесь на здесь и сейчас. Чем более присутствующим вы становитесь, тем более могущественными и восприимчивыми вы становитесь к помощи и руководству моего духа. Полностью живя настоящим моментом, позвольте любви расти в вашем сердце. Будьте открыты для моментов любви и сострадания в ваших отношениях с людьми, которые встречаются на вашем пути. Скажите себе: «Я готов сиять». Я хочу сказать вам, что в этот момент все препятствия устраняются благодаря вашей глубокой преданности внутреннему росту и вашему доверию ко мне. По мере того, как вы глубоко погружаетесь в свое внутреннее путешествие, предстоящий путь разворачивается еще глубже. Сосредоточьте все свои усилия на том, чтобы стать лучшей версией себя. В тот момент, когда вы полностью поверите в свою ценность и способность достичь своих мечтаний и целей, все препятствия исчезнут. Это одно из секретных сообщений. Когда вы излучаете любовь, радость и изобилие, вы привлекаете элементы и резонируете с частотами, которые соответствуют вашим желаниям. Точно так же, как при настройке радиостанции, вы должны быть настроены на ту музыку, которую хотите слышать. Точно так же вам нужно настроить свою энергию на то, что вы хотите проявить в этой жизни. И ваша трансформация мышления приведет к трансформации жизни. Сегодня я проявляюсь в вас словами утешения. Никогда не забывайте, что я всегда рядом с вами, в минуты радости и невзгод, на вершинах достижений и в самых глубоких долинах вашей жизни, во времена смеха и слез, в периоды процветания и испытаний. Каким бы ни было ваше путешествие, я всегда рядом. День за днем, на каждом этапе пути моя любовь к тебе не ослабевает. Мое любимое дитя, сегодня я хочу поделиться с тобой особенным посланием. Это свидетельство моей любви и божественной благодати, которые переплетаются в нашей жизни. Благодать моя вечна и нерушима, истекающая с древнейших времен до наших дней. Даже перед лицом твоих непреодолимых испытаний я никогда не оставлю тебя. Доверьтесь мне, чтобы я присматривал за вами и был верным в любое время вашей жизни, как и предполагает число 44. Если вы доверитесь мне, я услышу ваши молитвы, почувствую вашу боль, тревогу и страдания и приму ваши пролитые слезы. Я забочусь о ваших близких, детях, друзьях и о трудных ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь. Сегодня я хочу, чтобы вы знали, каждая пролитая слеза, каждая бессонная ночь хранят в себе благословение, предназначенное для вас. Вы выходите из этого испытания, поскольку я послал легион ангелов, чтобы открыть вам путь. Боль, которую вы чувствуете, подходит к концу, и благословение, исцеление, чудеса и божественные решения уже в пути, на что указывает число 777. Хотя вы столкнулись с огнем невзгод, знайте, что я использую этот огонь, чтобы очистить вашу душу, сжигая нечистоты и усиливая вашу сущность. Доверьтесь моему процессу, потому что, когда вы выйдете из этого испытания, вы будете более устойчивыми и в лучшем положении, чем когда-либо прежде. Вы выйдете на новый уровень,
готовый принять судьбу своей мечты. Сегодня вечером я прошу вас поблагодарить меня в молитве за этот процесс очищения. Я осознаю, какое бремя вы несете в своем разуме и сердце, будь то отношения, семья, здоровье, близкие, финансы или карьера. Может возникнуть ощущение, что тяжесть мира лежит на ваших плечах, и вы можете чувствовать себя одиноким и неспособным встретить этот день. Но, мое дорогое дитя, ты не один. Доверьте мне свои заботы, и я дам вам помощь, исцеление и необходимые ресурсы. Если вы слышите эти слова со слезами на глазах, знайте, что в этот момент я говорю непосредственно с раненым. То, что вы сегодня встретили эти слова, непростое совпадение, это свидетельство моей любви. Я всегда забочусь о вас, провожу вас через эти трудности к миру и благословениям, которые ждут вас впереди. Я направляю ваши шаги и открываю путь специально для вас в этот момент. Я работаю над исцелением любых притворных болезней, готовя почву для возможностей, о которых вы даже не догадывались. Мое желание восстановить натянутые отношения в вашей жизни. Оставайтесь твердыми в вере, потому что ваш прорыв вот-вот произойдет. Число 888 – это то, что вам следует принять сейчас. Сегодня я обращаюсь прямо к вашему сердцу и хочу, чтобы вы доверяли мне, даже когда ваши пути кажутся загадочными. Помните, что мои божественные планы намного превосходят ваши собственные. Верьте, что все обстоятельства складываются вам во благо. Ваша верность – это то, во что вы верите, и вы будете вознаграждены. Живите с верой, веря, что я поддержу вас в трудные времена и дам вам силы противостоять испытаниям, часто даже не осознавая моего присутствия. Когда жизнь для вас изменилась, многие ушли. Но ты не только пережил шторм, но и вырос в нем. Вы не были созданы, чтобы соответствовать, вы созданы, чтобы выделяться. Приготовьтесь, потому что я собираюсь необычным образом благословить вашу верность. Я знаю, что вы сталкиваетесь с проблемами в различных областях, таких как финансы, духовность и эмоции. У вас щедрое сердце, и часто люди пользуются вашей добротой. Сатана пытался обескуражить вас, но вы это поняли. Вы столкнулись с предательством и остались ребенком этих бурь. Помните, что я с вами, и никакое оружие, созданное против вас, не одолеет. Я изменю обстоятельства и благословлю тебя в присутствии твоих противников. Число 999 символизирует, что я вывожу вас из тени на свой свет. Приходите ко мне с завышенными ожиданиями, ибо я вывожу вас из разочарования, освобождаю от ограничений и веду вас в место изобилия и благосклонности. Период ожидания закончился, будьте готовы к продвижениям, повышениям и реставрациям. Возможно, вы столкнулись с постоянной проблемой, но сегодня она заканчивается. Мое самое большое желание, чтобы ты сиял сквозь меня. Продолжайте верить и провозглашать мое слово с верой. Приближаются великие милости. Если вы развиваетесь, наберите 99, чтобы подтвердить свою веру в мое сообщение. Я напоминаю вам, что вы будете обильно благословлены в присутствии ваших врагов и тех, кто пытался причинить вам вред.
Никогда не забывай моего слова и никогда не забывай, что я с тобой посреди бури. Заранее похвалите меня, ибо благословение уже в пути. В этом месяце я сделаю что-то необычное в твоей жизни. Прислушайтесь к моим словам, ибо ваши молитвы получают ответ. Ангелы были посланы, чтобы проявить ваши чудеса. Вскоре вы станете свидетелем здоровья, успеха в работе и восстановления ваших отношений, что приведет к обильным благословениям. Это начало новой истории успеха, дитя мое. Исцеление, процветание, любовь, радость и мир окружат вас. Вы станете сильнее, мудрее и полнее жизни. Вы поделитесь своими благословениями и мудростью с миром. Я знаю подробности вашего медицинского диагноза, понимаю ваше финансовое положение и вижу, с какими невзгодами вы сталкиваетесь вместе с другими. Осознайте масштаб своей мечты. Я хочу, чтобы ты ясно услышал, что я не подведу тебя. Если вы доверяете мне, напишите «Аминь». Я полон решимости благословить вас определенной целью и поднять вас на новые высоты, ускоряя исполнение вашей мечты. Я дам тебе то, что, по твоему мнению, ты заслуживаешь. Я готов поместить вас в такое место, куда вы никогда не сможете добраться в одиночку. Будьте готовы к этим великим благословениям, и если вы верите моим словам, примите их с любовью и верой в своем сердце. Не забудьте усилить канал Бога своей подпиской. Скажите это в комментариях: Иисус – Господь. Послание от Бога сегодня. Любимый мой, помни, что моя любовь к тебе индивидуальна и уникальна. Хотя моя жертва была принесена ради всего человечества, это не умаляет необычности моей любви к тебе. Ты особенный и очень ценен для меня. Поймите личную природу этой любви, которая выходит за рамки слов. Я нерушимая скала, на которую всегда можно опереться, независимо от обстоятельств. Когда мир кажется стабильным, но жизненные бури грозят разрушить тебя, помни, что ты принадлежишь мне, и я полностью предан тебе. Моя любовь к тебе неизменна. Примите мое присутствие, и вы получите ключи к ощущению полноты жизни. Самое ценное сокровище, которое я предлагаю тебе, это спасение твоей души. Более того, ваша вера в меня способна радикально изменить вашу нынешнюю жизнь. Стремясь к глубоким и личным отношениям со мной, вы откроете свою истинную личность и свою связь со мной как с вашим Создателем. В этом путешествии вы найдете надежду, даже путешествуя по несовершенному и сложному миру. Чем ближе ты приближаешься ко мне, тем больше моя любовь наполняет твое сердце неописуемой и славной радостью. Сегодня я хочу, чтобы ты понял, что я вечно люблю тебя. Если вы чувствуете эту любовь в своем сердце, ответьте «да». Ты мой навсегда, как в этой вселенной, так и за ее пределами. Решите ежедневно культивировать мое присутствие, и вы ощутите полноту жизни, которую я могу вам предложить. В этом специальном послании я хочу напомнить вам, что ничто не может разлучить вас с моей любовью. Я вложил в тебя свою жизнь и буду продолжать заботиться о тебе, даже когда твой разум блуждает и твои мысли текут свободно. В моменты тревоги и одиночества
когда вы сосредотачиваетесь на решении проблем, чтобы восстановить равновесие, не забывайте возвращаться ко мне. Предложите мне не только свои проблемы, но и свое присутствие. Поступив так, многие из этих проблем исчезнут в свете моей любви, поскольку вы поймете, что никогда не будете по-настоящему одиноки. Проблемы могут возникнуть, но они станут второстепенными по сравнению с радостью от знакомства со мной и жизни в отношениях, щедро предлагаемых мной в каждый момент. У вас есть выбор – практиковать мое присутствие или погрузиться в присутствие проблем. Если вы решите практиковать мое присутствие, ответьте «да» и заявите, что вы готовы к любому вызову в своих отношениях со мной. Отдохните в моем присутствии, ибо вы – дети короля и способны на большее, чем можете себе представить. Однако, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, важно уделять мне время. Отдыхай в моем присутствии, наслаждайся моей компанией и открой свое сердце. Это важные шаги на вашем пути. Время, проведенное вместе, не только полезно, но и укрепляет организм, точно так же, как здоровое питание питает организм. Напитывая твою душу моим присутствием, ты питаешь свою внутреннюю силу. Примите мое слово с благодарностью и попросите мой дух оживить его в вас. Ваши живые отношения со мной придадут вам уверенности встречать каждый новый день, независимо от проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Доверьтесь этой любви и ответьте «да», если вы доверяете мне. Сегодняшнее божественное послание напоминает вам, что надежда на меня – это способ укрепить ваше доверие ко мне. Бывают моменты, когда вы отчаянно жаждете моего вмешательства или чувствуете себя потерянным в сложностях своей ограниченной земной перспективы. Может показаться, что мне все равно, но это далеко от истины. Я всегда с тобой, направляю и поддерживаю тебя. Помните, мои возлюбленные, что вас любят безоговорочно. Моя любовь к тебе личная, неизменная и невыразимая. Отдыхай в моем присутствии и доверься моей любви, потому что я всегда здесь для тебя. Мои слова в продолжении вдохновляющих посланий. Помни, мои любимые, я всегда с тобой в каждый момент твоего пути. Я здесь, чтобы защитить вас от злых планов, которые этот человек замышляет против вас. Если вы верите в Святого Духа и узнаете Его голос, знайте, что Божественное присутствие огромной важности пытается сообщить вам и предупредить вас. Это небесная сущность, существо света, ангельский посланник или ушедший любимый человек. У них есть цель, миссия, данная Божественным – защитить ваш путь в этом земном путешествии. Важно отметить, что этот адвокат планирует возбудить против вас судебное дело. К этому откровению не следует относиться легкомысленно, поскольку юридические вопросы могут кардинально изменить ход жизни. Однако это сообщение не предназначено для того, чтобы вселить страх или беспокойство. Вместо этого он служит маяком осознания, божественным руководством, призванным помочь вам ориентироваться в этих сложных водах с мудростью и проницательностью. Небесный посланник был отправлен, чтобы убедиться, что вы готовы защитить себя от потенциального вреда и дать совет в этой трудной ситуации. Во времена юридических разногласий эмоции могут накаляться,
а сложность правовой системы может показаться подавляющей. Тем не менее, послание Святого Духа несет в себе мощную уверенность: вы не одиноки. Я слышал, как Святой Дух шепчет мне в уши, что вы не одиноки, будь то юридическая битва или духовная битва, затрагивающая вашу жизнь. Божественное присутствие всегда с вами, направляя ваши шаги и предлагая утешение в моменты бедствия. Итак, что вам следует делать в ответ на это небесное сообщение? Прежде всего, важно сохранять спокойствие и собранность. Страх и паника могут затуманить рассудок, тогда как спокойное сердце более восприимчиво к божественному руководству. Поверьте, что в любом судебном процессе, будь то в зале суда или за его пределами, вы не проиграете. Хорошие люди могут столкнуться с противниками и столкнуться с многочисленными невзгодами и трудностями в жизни, но они никогда не колеблются. Бог гарантирует победу, и именно поэтому вас умоляют оставаться бесстрашными. Испытания и невзгоды являются неотъемлемой частью человеческого опыта. Непредсказуемость жизни часто ставит перед нами задачи, для преодоления которых требуется сила, стойкость и непоколебимая вера. Эти испытания могут проявляться в зале суда или в более широком контексте жизненных сложностей. В обоих сценариях идея ясна: победа не принадлежит избранным, а является правом первородства тех, кто ходит в праведности и вере. Когда мы рассматриваем борьбу, с которой на протяжении всей истории сталкивались люди с добродетельным характером, появляется общая черта – устойчивость перед лицом невзгод. Не позволяйте своему сердцу тревожиться, ибо Дух Божий кричит и провозглашает, что вы победите. Бог обеспечит вашу защиту от фальшивого дела, которое этот злой адвокат планирует возбудить против вас, и он не позволит ему добиться успеха. Оставаться бесстрашным не означает отсутствие страха, скорее, это означает смелость противостоять страху лицом к лицу, зная, что божественная сила поддерживает вас. Это означает доверие к провидению Божьему, чей план раскрывается таинственным образом, даже перед лицом невзгод. Бесстрашие рождается из веры в то, что независимо от обстоятельств праведники в конечном итоге восторжествуют. По словам псалмопевца: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне бояться?» Эти стихи демонстрируют суть бесстрашия, глубокую веру в Божественное как непоколебимый источник силы и защиты. Всегда помните, что Божья справедливость торжествует. Справедливость, особенно справедливость Божья, всегда справедлива и истинна. Иногда в этом мире может показаться, что с хорошими людьми случаются плохие вещи, а преступникам это сходит с рук. Но я хочу заверить вас, что справедливость Божья непоколебима и вечна. Подумайте об историях, которые вы, возможно, слышали в Библии или других священных книгах. Они показывают нам, что Божья справедливость всегда торжествует. Хорошие люди вознаграждаются, а те, кто поступает неправильно, сталкиваются с последствиями. Даже когда кажется, что вокруг тебя творится несправедливость, Бог все видит и ничего не упускает. Божья справедливость заключается не в наказании, речь идет о восстановлении баланса и исправлении ситуации.
Это дает каждому шанс измениться и исправить ситуацию. Итак, мои дорогие друзья, помните, что вы играете свою роль в этом божественном плане. Когда вы помогаете страждущим, проявляете доброту к нуждающимся и противостоите несправедливости, вы приносите в мир Божью справедливость. Помните, что Божье правосудие выходит за рамки мести тому, кто сделал что-то неправильное. Речь идет о проявлении милосердия и прощения, как показал вам Бог. Когда вы прощаете других, вы воплощаете в жизнь Божью справедливость. Так будьте ярким светом в мире, даже когда кажется, что темно. Пусть ваш свет отражает Божью справедливость. Отстаивайте то, что правильно, будьте добры к другим и прощайте тех, кто причинил вам боль. Божья справедливость не зависит от жизненных взлетов и падений, оно всегда основано на Божьей любви и милосердии. Так что будьте благодарны за защиту, которую Бог предоставил вам бесконечными способами. А теперь давайте вознесем Ему эту молитву. Дорогой Небесный Отец, сегодня мы предстаем перед Тобой с сердцами, полными благодарности и веры. Мы заранее благодарим Вас за Вашу божественную защиту, за защиту нас от любых ложных обвинений или несправедливых юридических баталий, которые могут встретиться на нашем пути. Ваше присутствие – крепость, и мы верим в Ваше непоколебимое правосудие. Господь, мы признаем, что в этом мире могут быть те, кто строит интриги и заговоры, стремясь причинить вред обманом и ложными обвинениями. Но мы знаем, что Ваша справедливость превыше всего. Это справедливость, основанная на истине, праведности и любви. Мы молимся не только о нашей собственной защите, но и о том, чтобы справедливость восторжествовала во всех странах. Пусть свет сияет в каждом уголке мира, рассеивая тьму лжи и раскрывая истину. Мы просим руководства и мудрости для тех, кто занимает руководящие должности, чтобы они могли отстаивать справедливость честно и честно. Помоги нам, а Господь, быть маяками Твоей справедливости в нашей жизни. Научите нас отстаивать то, что правильно, проявлять доброту и прощение, даже когда это трудно, и работать над созданием мира, в котором справедливость – это не просто слово, а реальность для всех. Мы доверяем Твоему плану, дорогой Бог, и знаем, что Ты заботишься о наших интересах. Мы верим, что Вы благословите нас неожиданными благословениями и приведете нас к прекрасной судьбе. Мы признаем, что наше будущее уже спланировано Вами, и с нетерпением ждем возможности увидеть его в действии. Мы просим Вашей милости и благосклонности и заявляем, что любые обстоятельства в нашей жизни могут измениться к лучшему. Мы выбираем сознательно выбирать свои мысли и менять свою жизнь. Безвыходной ситуации не бывает. Любые обстоятельства в вашей жизни могут измениться. Поверьте, что Вселенная стремится помочь вам. Пришло время предъявить претензии за действия, которые вы совершили до сих пор. Приближаются золотые дни, и они вознаградят вас старицей. Приближается долгожданный успех, и Вселенная готова погрузить вашу душу в счастье. Поверьте, что у Вселенной есть послание для вас, и она стремится вам помочь. Сейчас самое время заработать на поступках, которые вы уже совершили.
Приближаются золотые дни, и они вознаградят вас старицей. Приближается долгожданный успех, и Вселенная готова погрузить вашу душу в счастье. Если вы доверяете Богу, ваша жизнь в ваших руках. Независимо от того, где вы сейчас находитесь, что бы ни произошло в вашей жизни, вы можете начать осознанно выбирать свои мысли и изменить свою жизнь. Безвыходной ситуации не бывает. Любые обстоятельства в вашей жизни могут измениться. И если вы верите, Бог хочет, чтобы вы послушали это прямо сейчас. Очень скоро вас возведут на хорошее для вас место. Вселенная прокладывает для вас путь там, где, казалось бы, пути нет. Ваше величие оживает, и ваш свет сияет ярче. Ничто и никто не сможет остановить то, что вам суждено. Бог посылает вам это послание сегодня. Это знак Вселенной, сообщающий вам, что в священных писаниях для вас чернилами написана прекрасная судьба. Вы испытаете таинственный прорыв, который навсегда изменит вашу жизнь. Таинственные двери спрятанных сокровищ теперь откроются, и вас ждет много удачи. Возьмите его сейчас, пока не стало слишком поздно. Напишите «Да», если вы верите в Бога. У Вселенной есть послание для вас. Вселенная стремится помочь вам. Пришло время заработать на поступках, которые вы уже совершили. Приближаются золотые дни, и они вознаградят вас старицей. Приближается долгожданный успех, и Вселенная готова погрузить вашу душу в счастье. Напишите «Да», если верите. Бог посылает вам это послание удачи. Бог говорит: «Мое дорогое дитя, твое будущее уже запланировано мной. Верь в меня. Ты порадуешься, когда увидишь его в действии. Загадай желание сейчас, и ты увидишь, как оно исполнится в ближайшие несколько дней по милости Бога». Бог. Если вы доверяете Богу, ваша жизнь в ваших руках. Независимо от того, где вы сейчас находитесь, независимо от того, что произошло в вашей жизни, вы можете начать сознательно выбирать свои мысли и изменить свою жизнь. Не существует такой вещи, как отчаянная ситуация. Любые обстоятельства в вашей жизни могут измениться. И если вы верите, Бог хочет, чтобы вы послушали это прямо сейчас. Очень скоро вас возведут на хорошее для вас место. Вселенная прокладывает для вас путь там, где, казалось бы, пути нет. Ваше величие оживает, и ваш свет сияет ярче. Ничто и никто не сможет остановить то, что вам суждено. Бог посылает вам это сообщение. Это сигнал Вселенной, сообщающий вам, какую любовь вы привлекаете в свою жизнь. Вы собираетесь получить самые неожиданные благословения в своей жизни. Вам предстоит испытать редкое и беспрецедентное волшебство чуда. Напишите «Да, да, я верю», если что-то происходит сверх ваших ожиданий, примите это свободно, так как это должно произойти в соответствии с вашей судьбой. Иногда вещи принимают разные формы или пути, чтобы прийти в жизнь, но нам не следует об этом беспокоиться, потому что Бог запланировал для нас только хорошее. Так что верь в Бога, дитя мое, твое время пришло. Это вот-вот произойдет по-настоящему.
На этот раз деньги потекут на ваш банковский счет рекой. Ваш банковский счет растет. Приближается новая и мощная возможность. Вы получите чудесное неожиданное благословение от Вселенной. Что-то прекрасное приближается к вам. Вы можете ожидать большего и лучшего. Бог никогда не хочет, чтобы в вашей жизни случилось что-то плохое. Вы будете праздновать чудеса в своем здоровье, личной жизни и финансах. Все складывается в вашу пользу. Огромные пакеты чудес ниспосылаются вам с небес. Сегодня вы переходите в место, называемое финансовым прогрессом. Вселенная выбрала вас богатым, чтобы вы могли помочь миру. Если вы читаете это, значит, вы вступили в новый сезон, где вас невозможно остановить. Введите «Да, я верю». Иисус говорит вам верить, что ваше продвижение приближается. Сосредоточьтесь на позитивной стороне и не оставайтесь там, где вы находитесь сейчас. Это не ваш конечный пункт назначения. Это сезон подготовки. Сегодня Бог послал вам это счастливое послание. Ожидайте денежного чуда в ближайшие дни. Это месяц, когда вы, наконец, начнете видеть свои проявления. Вселенная готова послать вам огромные достижения. Улучшения для вас и вашей семьи. Напишите «Да, я верю» в Божьем послании. Массивные пакеты чудес. Иисус хочет, чтобы вы послушали это послание прямо сейчас. Эта неделя принесет вам новый успех и богатство. Ваше мега-чудо звонит в вашу дверь. Будьте готовы заявить об этом. Бог собирается удивить вас различными внезапными чудесами и множеством неожиданных способов. Готовы ли вы их принять? Напечатайте «Да, это ты». Дорогое мое дитя, для тебя это волшебный день. Вселенная заботится о вас. Вы начнете чувствовать себя лучше, чем раньше. По вашему желанию к вам придет постоянная должность с высокой зарплатой. К вам приходят великие дела. Вы привлекаете все, что желаете. Ничего не происходит случайно. Бог уже запланировал это раньше. Вся Вселенная сговорилась дать вам все, что вы хотите. Вскоре вы поймете, почему ваш момент идеален и почему все должно было произойти так, как они вас направляли. Все ваши мечты сбудутся гораздо раньше, чем вы думаете. Жизнь так хороша, и вы делаете из нее все возможное. Напишите «Да, я верю в тебя». Телефон, который вы используете для чтения этого сообщения, зазвонит и сообщит отличные новости. Это значит, что твои ангелы с тобой. Вы собираетесь получить великое благословение, которое может изменить вашу жизнь. Каждый новый день для тебя благословение. Отпустите все тревоги и напряжение. Вы вступаете в новый сезон, где все пойдет своим чередом. Вы заслуживаете мирной жизни, верных друзей и партнера, который без ума от вас. Вселенная ведет вас к следующему шагу. Все, что вы проявили, скоро придет к вам. Вы вот-вот вступите в сезон, когда все работает в вашу пользу.
Напишите «Да, я верю в Бога». Иисус хочет сказать вам это сегодня. Бог убирает борьбу из вашей жизни и добавляет в вашу жизнь успех. Сегодня придет неожиданное благословение. Сохраняйте оптимизм и визуализируйте свои цели. Ваше благословение умножится к концу этого месяца. Вселенная посылает вам это сообщение. Доверьтесь Вселенной. Через несколько дней вас ждет что-то удивительное. Повысьте свою вибрацию и позвольте своим благословениям течь. Они уже в пути. Прежде чем эта неделя закончится, одна из ваших финансовых проблем будет решена. Чудо приближается. Бог делает вас финансово стабильными. Он очень хочет помочь вам и поддержать вас. На этот раз у вас все получится в ближайшие дни. Ваш упорный труд и борьба дадут вам неожиданные результаты. Даже то, что вы не планировали, будет благословлено Богом. Типа «Да, я верю в Бога». Я знаю, что вы сейчас изо всех сил пытаетесь заработать каждую копейку, чтобы выжить. Но не волнуйся, дитя мое. У меня много прекрасных планов по улучшению вашей жизни. Бог хочет, чтобы у Его детей было только самое лучшее. Бог говорит вам, что вы проживете жизнь своей мечты раньше, чем ожидаете. Это Божий знак того, что все сложится лучше, чем вы можете себе представить. Вы получите чудесное благословение. Иисус пришел не для того, чтобы основать религию. Он пришел, чтобы завязать с тобой отношения. У Него была цель и предназначение для вашей жизни. Иисус пришел не для того, чтобы основать религию, Он пришел для того, чтобы иметь с вами отношения. У Него была цель и судьба для вашей жизни, и у Него есть план, как спасти вас. Подожди, это еще не конец. Бог все еще работает над этим, моя дорогая. Бог нуждается в тебе сейчас больше, чем когда-либо, поэтому, пожалуйста, принеси мир в мое смятение, радость в мою печаль и надежду в мое сердце. Бог ведет ваши битвы. У Него есть особая причина воодушевить вас и цель для вашей жизни. Даже до того, как у вас появился план для себя, Бог всегда был с вами в любой ситуации вашей жизни. Иисус хочет сказать вам следующее: если Бог может превратить ночь в день, то Он может превратить и ваше бремя в благословение. У Бога есть для вас гораздо больше, Он знает, с чем вы столкнулись, и работает над этим. Не забудьте поблагодарить Бога, когда получите то, о чем молились. Напишите «Спасибо Богу», если вы чувствуете благодарность за все. У Бога есть послание для вас. Он не забывает ваши молитвы и ответит, когда придет время. Когда рука Божья в вашей жизни, никто не сможет помешать вам получить благословение. Бог исправляет ситуацию, которая вас напрягает, Он работает для вас за кулисами. Вселенная сегодня посылает для вас чудеса. Господь будет бороться за вас, вам просто нужно помолчать. Господь, Ты ответил на мои молитвы, когда я взывал о помощи, и что-то чудесное приближается к Тебе. Закрытые двери откроются, и к вам откроются многие возможности. Верьте в Бога, говорит Он вам сегодня,
вы будете ненавидимы всеми из-за него, но те, кто выстоит твердо до конца, будут спасены. Земля наполнится познанием славы Господней, как вода наполняет море, потому что уже явилась благодать Божия, предлагающая спасение всем людям. Напишите, если верите, если Бог велит вам радоваться с радующимися, плакать с плачущими, быть радостным в надежде, терпеливым в скорби и верным в молитве. Бог дает нам силы, когда наши силы истощены, и Он дает надежду во тьме, когда мы не видим света. Иисус говорит вам сегодня: молитва – это мост между вашими приступами паники и покоем. Поговорите с Богом, Он услышит, поймет и ответит. Все, что находится под контролем Бога, никогда не выходит из-под контроля. Все возможно для тех, кто верит в Иисуса. Сосредоточьтесь на своих усилиях, используйте все свои способности и приложите все усилия. Предоставьте результаты в руки Бога, и это относится ко всем аспектам вашей жизни. Мы тратим слишком много энергии, сравнивая себя с другими, и, как следствие, переоцениваем их мнение. Причина, по которой наш ум порождает нечистые и отвратительные мысли, заключается в том, что сам ум загрязнен. Если бы разум был переполнен добротой, наши мысли, естественно, были бы благородными. Если вы хотите навести порядок в своей жизни и сделать ее успешной, сделайте себе одолжение и просыпайтесь пораньше. Бог говорит, что мир может назвать вас неудачником, но Бог никогда этого не скажет. Многие вещи в мире были отвергнуты как неудачные, а позже стали большими успехами. Самое безопасное место – это Божья воля. Бог исполняет для вас то, о чем вы молились. Бог сделает ваши мечты возможными и наблюдает за вашими усилиями и упорным трудом. Бог действительно заботится о вас, Он знает, что вы всегда нуждаетесь в Его присутствии. У Бога на тебя великие планы, Он говорит тебе сегодня. Вы получите знаки от своего духа, прислушайтесь к тому, что подходит именно вам. Иногда ваш разум ведет вас не в том направлении, но вы должны выбрать правильный путь. Если вы доверяете Богу, у Него есть послание для вас сегодня. То, что Бог предназначил для вас, придет к вам. В этом мире нет ничего, что Бог не мог бы сделать, и ничто в этом мире не может помешать Богу сделать это. Вам не нужно напрягаться. Верить в Бога. Я знаю, что ты устал, так что отдохни сейчас. Не беспокойтесь о том, что пошло не по вашим планам, потому что иногда у Бога есть гораздо большие планы на вас. Бог благословит вас.